Когда у нас тут... Мгм. Я сегодня взял второй телефон, чтобы посмотреть трансляцию. Мгм. Так. Понятно. Будем как-то работать. Чуть не показывает. Ну ладно. Сейчас на это. Дальше продолжаем работу. Притормаживаю. Мгм, мгм. Чем займемся? Займемся сегодня дальше. Надо в партии. Сейчас пока поработаем, потом перейдем на... Наверное, все-таки сделать надо ссылку. Поделиться, поделиться. Так. Телеграм. Не сделали. Видать, сегодня никого не будет. Так, в эфире мы уже 5 минут.
Так, ладно. Что-то у нас несу. Мгм. Тут зашел. Я уже собирался через 5 минут. Думаю, еще 5 минут подожду и выключу. Ладно, ассаламу алейкум. Кто у нас тут интересно зашел? Мгм. Зашел и вышел. Ну ладно. Почти 10 минут в эфире. Значит, еще ждем 5 минут. Если никто не придет, значит, приостановим трансляцию. Сегодня я доделал. Кстати, вот я поставил сегодня микрофон. Как меня слышно?
Вчера, оказывается, очень плохо слышно было. Я по записи потом посмотрел. Практически меня не слышно. Сегодня поставил микрофон. Так что, кто там? Заходит. Может, напишите в комментариях, как меня слышно, хорошо, нет? Или так же, как вчера. Сегодня я, кстати, сделаю на другой лук рога. А тот лук я все-таки сегодня сделал. То есть приклеил ровно с третьей, четвертой попытки. Да, вытаскивал на улицу, еще вытачивал. Потому что вот эта часть была кривая. То есть ставил, когда вот так наискосок смотрел. Поэтому пришлось выравнивать. Угу. Еще кто-то пришел. Ассаламу алейкум. Может, скажете, как меня слышно? Угу. Не успел прочитать. Угу. Без нугайлар. Все хорошо слышно. Ага. Kardeş Bashkurt halkına Haydar'dan selam. Ve aleyküm selam. Алейкум ассалам, братья нугайцы. Машаллах. Астархан Палаханан. Ага. Все, Ланок. Алхамдулилля. Аштархан. По-нугайски Астрахань. Аштархан будет, что ли? Первый раз об этом прочитал. У вас тоже, кажется, Кала, да? Город Кала. У нас тоже вот Кала. Вот что. По-татарски говорят шагар. У нас говорят Кала. И у вас тоже, кажется, Кала. Да. Все мы. Дети Адама. Алейхиссалам. Так. Ну что, покажу я вчерашний лук. Не понял, не успел прочитать. Угу.
Ну вот, то, что вчера я делал, сегодня все доделал, все выровнял. Теперь буду... Ну, тут надо замотать бандажи, потому что он так держаться не будет. Все равно отклеится. Ну, сегодня я, наверное, этот процесс не буду делать, потому что вот начал это делать. Буду заниматься рогами. Время 17 минут. Сегодня у нас нету тех, кто по лукам вопросы задает. Задавайте вопросы, я буду что-нибудь рассказывать по теме. Вот я текстолит перед тем, как в прямой эфир выйти, отпилил. Вот он, текстолит. Первый раз, когда я с ним работал, он очень опасный. Когда я хотел вот так пыль вытереть в перчатках, правил рукой, и все усики, которые стояли, то есть торчали отсюда, были у меня в этом пальце. Потом я пинцетом вытаскивал, но вытащил не все, и они у меня пальцы долго ходили, пока я не знаю, вылезли они или не вылезли, но пальцы долго болели, скорее всего вылезли. Поэтому советую, когда работаете с таким текстолитом, в котором есть стекловолокно, аккуратней, даже в толстых перчатках можете засадить занозу. Очень неприятное ощущение. Угу. Ну, альхамдулилля, машаллах, пусть Аллах вам поможет. Хорошее дело. С лошади стрельба — это совсем по-другому. Я тоже попробовал стрелять один раз. 20 лет на лошадь не садился. И осенью, вот, не осенью, а в августе месяце сел на лошадь, все-таки рискнул и копье кинуть, и из лука пострелять. Но когда сел на лошадь и проскакал один раз, 3 мишени стрелял, внутри что-то такое проснулось, необъяснимые словами ощущения, наверное, генетические. Скорее всего, да, кровь предков, кочевников, всадников. Не успел прочитать. Кровь предков, кочевников, всадников нас тянет. Хантар. Хантар тогда кровь тянет, да? Ну, я тоже так подумал.
крови, наверное, все это заиграло. И сейчас у меня цель, иншаллах, приобрести, чтобы был свой конь. Вот. Поделюсь маленьким секретом. Выращиваю бычка, чтобы потом, может быть, на какого-нибудь аминь, на какого-нибудь молодого жеребенка. Может, кому-то мясо нужно будет. Дети у меня спрашивают, аминь. Машаллах. 4 человека. 4, было 6. Кто-то заходит, выходит. Ну, алхамдулилля. С лошади стрелять, конечно, это тема хорошая. Пешком, пешей заниматься тоже интересно. Я думаю, когда с лошади постреляешь, уже больше с лошади охота. У меня просто пока нет возможности и времени. Тут я, конечно, с некоторыми договорился, кому можно съездить, покататься на лошади. Надо сперва вспомнить, как на лошади прям окончательно так сидеть. Прям как, ну, как сказать, усидчивости. Научиться, чтобы не падать. То ли лук держать, то ли стрелу вытаскивать, то ли за юган, за узду держать, чтобы лошадь в сторону не ускользнула. А ведь наши предки владели это совершенством. Еще в одной руке, то есть и пика была, и все, и обмундирование, скажем, и там колчуга, и все при себе было на лошади. Да, если наше поколение взять, то мы вообще слабаки. Надо это все возрождать. Привыкли к железным коням. Иной раз даже пешком пройтись ленимся. Сами себя загоняем во всякие болезни. А лошадь на лошади ездит, это, я вот понял, что это здоровье. Шашку тоже начали осваивать. Ну, альхамдулилля, пусть Аллах вам поможет. Тоже тема хорошая. Шашку надо сперва пешком освоить, а потом уж только на лошади. А то лошади все уши поотрубаешь. Одна немного толще получилось. Надо чуть-чуть убрать. Многое утеряли. Да, много чего потеряно. И язык теряем. И все, и культуру. Культуру превратили в сценическое представление. Дальше
Дальше оно вообще никак не продвигается, кроме сцены. Как бы национальный фольклор. Название такое фольклор, конечно. Странное. Ну ничего, скоро весна. Ну там, наверное, в Аштархане, наверное, давно уже весна. Там у вас, наверное, уже деревья листья отпускают. Почки распустили, наверное. Скоро уже все зеленеть будет, наверное. У вас там такой зимы нету. У нас вот в этом году, где вот я живу, было минус 51 морозов. Ну, в этом году зима холодная. Солнце начинает садиться. Ага, хорошо, удачи. Удачи. Пойду агам работу тоже доделать. У нас нет, еще холодно. Ну, понятно. Ладно, удачи. Доделывайте работу. У нас минус 15. Минус 15. Ну, у нас ночью, наверное, минус 19. Бывает 21. Сегодня было холоднее, где-то, наверное, около 25 градусов было ночью. Но днем так солнце греет. Хорошо. Солнце греет, тепло. Но к вечеру опять. Аллах изгай кумак ицин. Аминь, аминь, брат. Аминь. Вам тоже. Иншаллах. Мгм. Как я вчера говорил, самое трудное это делать рога и их приклеивать. Очень такой муторный процесс, тяжелый процесс. Сейчас будем вот это все распиливать, потом приклеивать, потом обтачивать, чтобы сделать, чтобы приклеить текстолит, чтобы рога были надежными, чтобы не откололись. Чтобы не откололись. Чтобы не откололись. Ну, я раньше не делал этого, текстолита не приклеивал. И возможно, что
потому что они, может, и не ломались. А может быть и ломались. Ну, если, конечно, неаккуратно выходить из помещений, там как дверной косяк задеть, или где-нибудь нечаянно стукнуть, уронить, там, скажем, с какого-нибудь, ну, там, со второго этажа или с лестницы где-нибудь, да, тогда может и сломаться. Угу. Ну ладно, все ушли. Будем закругляться. Раз ушли. Ассаламу алейкум.